Комиссия создана, проверка начнется в ближайшее время. Лидер парламентской фракции «Республика Атаджурт» на пленарном заседании Джугурку Кенеша выступил с предложением собрать из числа коллег комиссию для проверки деятельности Кумтор Голд Компани. Отмечу, некоторые депутаты изначально с недоумением отнеслись к этой инициативе и попросили прояснить, что именно эта очередная комиссия должна выяснять. Инициаторы заявили, что вопросов назрело вокруг работы рудника множество. Например, по количеству остаточных запасов золота на месторождении, выяснить, какими способами ведется добыча драгоценного металла, что с его границами и геологоразведкой на близлежащих участках. В 2012 году были созданы как государственные, так и парламентские комиссии. Одну возглавил Сариев, одну Садыр Нуркуджевич Джапаров. Нам нужно услышать о том, как были выполнены их поручения, и уже затем действовать. Есть регламент, по которому составляется комиссия. Пропорциональная система должна быть. 4 человека должны войти от СДПК, 3 от Республики Атаджурт, 2 от Кыргызстана и по 1 от остальных. Насколько я понял, цель комиссии — поднять все вопросы, которые в последнее время возникали вокруг работы Кумтора. Ранее мы поднимали вопрос о передаче 16 тысяч гектаров заповедных земель. Однако, несмотря на это, правительство передало эти земли. Кроме этого, компания была оштрафована из-за разрушения ледников, но потом дело закрыли. Думаю, правильно будет, чтобы комиссия изучила все эти обстоятельства. Вопрос передачи земли поднимали еще 12 лет назад, в 2009 году. Тогда правительство на основании соглашения с инвестором выделило Кумтору 26 тысяч гектаров, таким образом значительно увеличив его площадь. Спустя год, в 2010-м, было получено разрешение на проведение геолого-разведывательных работ. Те самые 16 тысяч гектаров земель, про которые сегодня вновь заговорили парламентарии, относились к охранной зоне Сарычат-Эрташского заповедника. Это такие участки, как Каинду, Карасай и Учколь, в недрах которых, как ранее показывала разведка, залегает несколько сотен тонн драгметаллов. Между тем, на протяжении следующих 2 лет экоактивисты выступали против разработки на заповедной территории. Боролись за сохранение природных ресурсов и краснокнижных животных, обитающих в нем. В 2012 году правительство принимает постановление. Общая площадь обещанной Кумтору земли сокращается до 10 тысяч. Геологоразведку на заповедных 16 тысячах гектарах запретили на основании закона об особо охраняемых природных территориях. Однако спустя 7 лет, уже в 2019 году, во время премьерства Мухаммедкалы Абылгазиева стало известно, что все вернулось на круги своя. Говорили о том, что глава Кабмина лично посещал Кумтор и обсуждал заключенное его предшественниками стратегическое соглашение, и якобы на основании тех договоренностей снова дал добро на заповедные 16 тысяч гектаров. А еще не меньше неизвестностей таит в себе новое стратсоглашение, заключенное в 2017 году экс-премьером Сапаром Исаковым. Напомню, за 2 года до этого, в 2015 году, Госэкотехинспекция подала иск на золотодобытчика за то, что он не исполнял экологические требования, которые были указаны в заключении комиссии 2013 года. Суд иск удовлетворил. По новому соглашению Центера Голд согласилась увеличить ежегодный экологический платеж Кыргызстану с $310 тысяч до $3 миллионов, единовременно выделить $50 миллионов на создание фонда развития природы и ежегодно перечислять в него более 2,5 миллионов. Кроме того, профинансировать покупку современного оборудования для онкобольных. На него канадская компания выделила порядка $10 миллионов. Как исполняются все эти обещания и как используют деньги, возможно, тоже станет темой для работы комиссии. В течение 5 лет мы даем правительству поручения. Золото дорожает с каждым годом. Если его цена поднимается выше $1200, необходимо применять налог на сверхприбыль. Но этого не делается, как будто нас не слышат и не видят. Вот у Центера есть в Турции месторождение Аксют. Они ввели налог на сверхприбыль. Почему одна и та же компания там платит налоги, а в нашей стране нет? Мне кажется, у нас есть возможность решить и этот вопрос. Незаконная передача земли, вопреки интересам государства, стала одним из оснований для возбуждения уголовного дела на бывшего премьера Мухаммедкалы Абылгазиева. Сам Абылгазиев сегодня содержится в СИЗО ГКНБ. А вот вопрос последствий от этих манипуляций для экологии и биосферы Иссыкуля, разработки переданных заповедников и ледников по сей день остается открытым.
В 2012 году принято постановление. На основе него с того времени и до сегодняшнего времени за 9 лет какой был госконтроль, какие решения и работы исполнены. На основе этого постановления и создается депутатская комиссия. Вопрос до сих пор стоит остро по ледникам, разве нет? Там есть ледник Лысый, ледник Давыдова. Каково их состояние? Сейчас при выработке руды предприятие уже должно было перейти на подземную работу. Дальнейшая добыча будет каким способом? Все это будет темами для депутатской комиссии. В состав комиссии вошли 12 депутатов, по нескольку из каждой фракции. Работу парламентарии намерены проводить в течение 2 месяцев. Сабина Дамаскина, Владимир Кулбалдиев, НТС.